Как мы выглядели в прошлой жизни. В прошлой жизни, как мы выглядели. Вопрос, да, такой? Toks klausimas, kaip mes praeitam gyvenime atrodėm. Но на самом деле мы выглядели все одинаковые. И мы сейчас покажем. Давай, Санек. O iš tikrųjų mes visi buvom vienodi. Вот. Мы были в животике у мамы. Mes buvom mamos pilve, iššiose. То есть мы были, как бы, ну, как он называется, эмбрион, да, чи как он? Эмбрион назывался. Mes buvom Ну или зародыш, или как он? Мат, или как он embrionas. назывался. И мы все были одинаковы, Ir правильно? mes visi buvom ten Давай kaip ir дальше, vienodi. Вот условно давайте назовем, что вот эта наша форма прошлой жизни, ну, колобок, просто колобок. Ir tą vat gyvenimą, kur mes buvom mamos iššiose, mes galim, nu kaip ir pavyzdžiui pavadinti, Когда-то мы все были колобки, ну, грубо говоря. pagrandukas. И вот представьте себе, у этого колобка появляется 3 учителя. Включай. Ir įsivaizduokit, pa šitą pagranduką atsiranda 3 mokytojai. Итак, учение номер 1. Tai yra 3 mokymai skirtingi. Бери от жизни все, ведь жизнь твоя всего 9 месяцев. Imk viską iš gyvenimo, nes tavo gyvenimas tik 9 mėnesiai. Живи внутри утробно на всю катушку. Gyvenk tuose iššiose pilnu tempu. Будем есть и пить, потому что завтра умрем. Valgysim ir mirsim, nes rytoj mirsim. Учение номер 2. Веди правильный образ жизни, может протянешь 10, а то и 11 месяцев. Bet jeigu tu gyvensi teisingą gyvenimo būdą, tai gal pratrauksi kokius 10 ar 11 mėnesių. Вот вы сейчас, как люди, которые имеют опыт, можете мне сказать, это верные учения или здесь какие-то есть недостатки? Ir jūs vat, kaip žmonės, kurie jau turit patirtį, galit pasakyti, ar čia teisinga šitie 2 mokymai, ar vis tik tai nelabai. То есть и то учение, оно не ведет никуда, правда? Nes iš tikrųjų ir tas mokymasis niekur neveda. И вот третье учение, Ir наконец-то. dabar trečias mokymas. И вот, учитель, твоя задача максимально питать внутреннего человека и готовиться к будущей жизни совершенно в другой среде. Tavo iš tikrųjų užduotis yra maksimaliai maitinti tą vidinį žmogų ir ruoštis ateinančiam gyvenimui visiškai kitoj aplinkoj. Итак, внутри каждого из нас живет внутренний человек. Ir taip, kiekviename iš mūsų gyvena tas vidinis žmogus. Время жизни нашей вот этой оболочки, сколько, 70, а при большей крепости 80. O kiekviename, kaip sakė, yra mes gyvenam viduje, o va šitas išorinis kūnas, apvalkalas, nu kiek ten, 70-80 metų, jeigu jau. И вот представьте себе, что вот эти вот первые 2 учения мы принимаем, да, будем жить на всю катушку. Ir jeigu mes priimam va, tuos pirmus 2 mokymus, kad gyvensim va, ten pilnai jau kiek galima. Или будем строго соблюдать какие-то ограничения, чтобы чуть дольше прожить. Arba ten stengsimės kažkokiais ten apribojimais gyvent, kad tik kažkiek truputį daugiau. И вот представьте себе, какая польза от этих учений. Ir kokia iš to nauda va, iš šitų mokymų. Абсолютный ноль. Visiškai nulis. Правильное, верное учение – это только то, которое насыщает нашего внутреннего человека. Ir iš tikrųjų tikras ir teisingas tik tas mokymas, kuris pripildo mūsų tą vidinį žmogų. Иисус ясно и четко сказал: Jėzus aiškiai ir tiksliai pasakė: не хлебом одним жив человек, ne viena duona žmogus gyvas, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. bet kiekvienu žodžiu, kuris ateina iš Dievo burnos. То есть, когда мы слушаем Слово Божье и применяем на практике, Tai yra, kada mes klausom Dievo žodžio ir jį praktiškai naudojam, то наш внутренний человек, он получает питание. tai tada tas mūsų vidinis žmogus, jis gauna maitinimą, maistą. И тогда есть смысл нашего существования. Ir va tada yra esmė iš tikrųjų to mūsų kaip gyvenimo tikslas. Потому что наш внутренний человек зреет и готовится к жизни вечной.
Nes tada mūsų žmogus jis auga, bręsta ir ruošiasi amžinajam gyvenimui. Апостолы всегда давали акцент только на внутреннем человеке. Ir apaštalai visada jie akcentuodavo tik į tą vidinį žmogų. Даже апостол Павел говорил о том, что есть учения, которые, как помните, он говорит, что те, которые говорят, что благочестие учат для прибытка. То есть ты помогай, и тебе будет хорошо, но для внутреннего человека не касалось. Ir apaštalas Paulius mokė, kad yra toks mokymas, kad tu gali daug daryti, kažką gero daryti, bet iš principo tam vidiniam žmogui tai augimui nieko neduoda. Итак, возраст, наш возраст. Мы сейчас будем определять наш возраст. Ir mes dabar pabandysim savo tą amžių. Только, внимание, мы определяем свой возраст. Tik tai labai svarbu, mes kiekvienas vertinam savo amžių. Ne kaimyno, ne žmonos, ne vyro, bet savo amžių. Потому что каждое слово, которое говорится в церкви, это лично к человеку. Nes kiekvienas žodis, kuris yra kalbamas bažnyčioje, tai yra asmeniškai kiekvienam žmogui. У нас в церкви был такой, привычка такая. Pas mus bažnyčioje buvo toks kaip įprotis. Вот так вот. О, точно пастор говорит, о, это тебе, Tai yra kaimyno į salkūnę ir kava, čia tau pastorius kalba, čia tau. Не, это лично от каждого Ne, из tai нас. yra asmeniškai tau, tai yra kiekvienam asmeniškai. Даже я сейчас проповедую, и мне идет слово. Netgi ir dabar aš pamokslauju, o žodis eina ir man. То есть моя задача не научить кого-то, а научить себя в первую очередь. А Бог учит всех нас. Visų pirma, man ne kitus kažko pamokyti, bet pirmiausia save, o viešpats moko kiekvieną. Итак, мы все хотим вырасти. Taigi, mes visi norim užaugti. Зачем? Kodėl? Вопрос. Klausimas. Зачем мы хотим вырасти? Kodėl mes norim užaugti? Вот маленький человечек хочет быстрее вырасти. Вот Maž- зачем? Какая цель? Mažutis žmogelis, jis nori kuo greičiau užaugti. Kodėl? Koks tikslas? А? Самостоятельным быть. Ну, стал ты самостоятельным, а дальше? Nu, gerai, tampi tas savarankiškas, o kas toliau? Учить других. Учить других. Kitus Еще, mokyti. друзья мои, еще. Nu, dar. Стать независимым. Стать независимым. Дальше, еще. Dar. Познать жизнь. Познать жизнь. Еще. Служить другим. Служить другим. Tarnaut kitiem. Смотрите, я сейчас скажу слово, но это не значит, что это аксиома. Dabar aš pasakysiu žodį, bet nereiškia, kad tai yra kaip aksioma, kaip jau tokia. Это просто мое предположение. Tai mano kaip ir pamastymai. Мы хотим стать взрослее. Почему? Потому что мы тогда приобретаем победы, и это приносит нам радость. Mes norime užaugti vis daugiau, nes tai mums atneša pergalės ir tos pergalės atneša tą kaip džiaugsmą vidinį. То есть человек, который возрастает, то он возрастает также и в радости. Ir kada žmogus jis auga, jis taip pat auga ir džiaugsme. То есть, когда наш внутренний человек растет, Ir kada tas mūsų vidinis žmogus jis auga, то возрастает и наша радость, наша любовь, наша открытость, все ir tada viskas mumise auga, ir džiaugsmas, ir meilė, ir ramybė, ir tas atvirumas. Если мы останавливаемся в нашем развитии, Jeigu mes sustojam tam savo vystymėsi, то все так же и tai останавливается. taip viskas ir sustoja tam И lygmenį. мы тогда плачем, все плохо, все не так, и то не это, и то не Ir так. tada mes jau pradedam dūsauti, ir tas blogai, ir tas negerai, ir viskas kažkaip negerai. Значит, мы tampa. остановились в развитии. Reiškia, mes sustojom, jau nebesivystom daugiau. Хорошо, давай Давай. дальше. Итак, переходим к Писанию. Ir tai pereinam prie Dievo žodžio. Pirmas Jono bus antras skyrius, 12-13 eilutės. 1 Иоанна, 2 глава, с 12 по 15 стих. Pirmas Jono, antras skyrius, 12-13 eilutės. Алидас, ты прочитай.
Rašau jums vaikeliai, nes dėl jo vardo atleistos jums nuodėmės. Rašau jums tėvai, nes pažinote tą, kuris yra nuo pradžios. Ir jums, jaunuoliai, rašau, nes nugalėjote piktąjį. Rašau jums vaikeliai, nes pažinote tėvą. Я быстренько на русском прочитаю. Пишу вам дети. Видите, я выделил разными цветами, потому что это четыре разных возраста показывают. Пишу вам дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам отроки, потому что вы познали отца. Итак, нам дается... Отроки, Подростки, да. Итак, нам дается четыре возраста духовных. И мы сейчас будем разбирать, в каком возрасте мы находимся. Я почему-то думаю, что я в возрасте отца. Наверное. Но после этой проповеди я узнаю, в каком я. Lietuviškai 2 kartus vaikeliai, Молодой еще, молодой. Молодой rusiškai юноша. paaugliai yra. Молод сил. Дитё еще. Давай, Санек, дальше. Александр, брат, говорит, brolis Aleksandras sako, nu aš galvoju, kad galbūt aš jau tėvas. Итак, смотрите, мы покаялись. Внутри нас родился человечек Ir маленький. štai mes atėjo diena, kada atgailavom ir mumyse gimsta tas nedidelis kūdikėlis, žmogutis. Бог дал нам рождение свыше. Dievas davė mums gimimą iš aukšto, iš naujo. Мы радуемся, мы кричим, Mes ой, как džiaugiamės, хорошо, ten linksma, Бог нам дал жизнь triukšmaujam, вечную, Он с viešpats davė нами. amžiną И ходишь, gyvenimą. кричишь такой, ну как дитё. Vaikštai kaip vaikas, džiaugiesi. Ага. Итак, давай, Саник, дальше. Итак, разберем, кто такие дети. Taigi, kas vaikai? Kas tokie vaikai? Санечка, сделай, пожалуйста, чтобы полностью был этот. Потому что напряжение нет времени. Вот. И внизу, вот давай, Санек, внизу. О, все, 7 лет. Итак, Taigi, это просто возраст. Мы, nu, amžius, toks да, мы amžius. берем то, что по плоти, и переносим на все в духовную Mes сферу. imame tai, kas pagal kūną yra va, tas amžiaus skirtumai ir tas pats dvasiniam gyvenime. Вот так вот мы были, когда мы покаялись, родились вот свыше. так я Такие был. глаза. Оказывается, Бог Когда меня atgailavom. любит. Оказывается, Он меня Pasirodo- простил. Pasirodo Аллилуйя, такие Dievas глаза. ir pasirodo man atleido visas nuodėmes, rakis tokios didelės. И до 7 лет мы ходим с такими глазами. Ir va tik iki 7 metų mes Pazastavę. vaikštom va tokiom didelėm akim. Давай дальше. Итак, теперь характеристики младенчества. Ir taip, va, charakteristikos tos kūdikystės. Все, сюда, вот, да. Итак, Ir taip, первое. Кормите меня. pirmiausia, maitinkit mane. Вот я не знаю, у меня, я помню, когда маленький был, ну, я не знаю, по-моему, раз в 2 часа, да? Aš nežinau, Или neatsimenu, больше. kai mažiukas buvo, Всё, turbūt Помним, в этом kas 2 возрасте metai. Čia сын. mamų Не, наши детки. Да, каждые 2 часа. Каждые 2 часа. Panašiai, kas 2 valandas. Да, это надо постоянно кормить. Постоянно. Maitint. Да, то есть вся жизнь в кормежке. Visas gyvenimas sukasi apie tą maitinimą. Второе, это капризы. Antra, kaprizai, užgaidos. Но вы согласны? Капризы. Если не по-моему, все, начинается. Viskas, ne pagal mane pradeda Вот trypti. все, по-моему, должно быть. Turi И būti kaip aš четвертое, noriu. зависимость от родителей. Ir taip pat priklausimas nuo Куда мамочка и tėvų. папочка, туда и Kur сыночек, и tėtis su дочечка. mama ir ten vaikutis И, iš paskos. и все. То есть Ir negalima jo привязано vieno palikti, полностью. nes Так вот, смотрите, вот эта характеристика младенчества, ir tai yra kūdikystės, va tokie charakterio Это- bruožai. характеристика также и человека, который недавно познал Христа. Давай Ir включайся. lygiai taip pat tai yra charakteristika žmogus, kuris neseniai pažino Kristų. Итак, дети реально еще не пытаются жить по истине и не имеют сил жить по слову. Ir realiai vaikai dar jie net nebando iš tikrųjų gyventi pagal tiesą ir neturi jėgų, kad gyventi pagal Dievo žodį. Они говорят, что верят в Бога, но все еще полны любовью к миру. Jie sako, kad myli Dievą, bet iš tikrųjų dar pilni meilės ir pasaulį.
Да, то есть это факт, это правда. Tai faktai. И хотя кажутся весьма ревностными в своей вере, но могут легко отчаяться и споткнуться во время испытаний. Ir nors atrodo, kad jie tokie labai, uolus dėl savo tikėjime, bet gali labai lengvai ir atkristi, ir suklūpti, kada ateina išbandymai. То есть недавно у верующего человека можно узнать очень легко. Ir tik ką įtikėjusi žmogų yra labai lengva Он pažinti. капризничает, Jis toksai kaprizų pilnas, зависим от лидеров церкви, priklauso nuo bažnyčios kaip lyderių, tarnautojų. и у него главное, что у него есть жажда по Слову Божьему. Bet kas yra labai svarbu, jis turi troškulį Dievo Он žodžio. постоянно хочется Jis проповедь, nori rasti, постоянно pažinti, хочется в церковь, skaityti, постоянно хочется į слушать, вникать. bažnyčią, girdėti ir toliau. Сделай полностью. Ага, все, вот это то, что мы сказали. Давай дальше, Санек. Итак, полностью сделай его. Ага. Отроки. Ir toliau, paauglystė. Как? Paauglystė. Пауглисты? Вот, пауглисты. Вот, пауглисты. От 7 лет до 14. Это Nuo подросточки. 7 iki 14 gal ten. Ну, это Visada tai, уже, bet это уже gal показатель. dar ne visai pilna paauglystė, bet, Это уже человек вырос. bet jau žmogus paaugo. Давай, Санек, дальше. Итак, отроки познали Отца, и поэтому в их сердцах появляется благодарность. Ir taip, paaugliai jau pažino tėvą ir todėl jų širdyse atsiranda dėkingumas. Сделай, Санек, полностью. Не, назад верни. Ага. Итак, благодарность – это главная отличительная черта отрока. Ir taip, dėkingumas tai yra toks pagrindinis skiriamasis bruožas. То есть показатель того, что мы перешли из младенческого возраста в подростковый, является то, что мы начали благодарить. Ir va tas požymis, kad mes jau išaugom iš kūdikio amžiaus į paauglystę jau, tai yra, kad pradedam dėkoti. Бога за все, что у нас есть в жизни. Dievui dėkoti už tai, ką mes turim savo gyvenime. За наших мужей, за наших жен, за Už обстоятельства, vyrus, žmonas, už aplinkybės, за детей, за už церковь. vaikus, už bažnyčią. Человек, просто вот ему за все спасибо. Už Значит, viską ačiū. Да, то есть человек, это значит, что он вырос уже. Все. Tai reiškia, jau jis jau Дальше, augo. Ага. Много, да? Давай дальше. Много читать. Неохота. Юноши. Taip, jaunuoliai. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Ir taip, jaunuoliai. Rašau jums jaunuoliai, nes jūs nugalėjote piktąjį ar kaip. Jo, piktąjį. От 14 до 25 лет. Юноша. Nuo 14 iki 25 metų, jeigu va taip pagal kūną. Полностью сделай все. Итак, юноши вступают во взрослую жизнь и учатся побеждать все неудачи. Ir taip jaunuoliai jau jie pradeda įžengti į suaugusiojo gyvenimą ir mokosi nugalėti visas nesėkmes. Обретают опытность и готовятся к тому, чтобы стать отцом. Ir jie pradeda įgyti patirties ir ruošiasi tam, kad tapti tėvais. Юноши в церкви – это люди, которые победили лукавого, то есть научились побеждать искушения в жизни. Ir taip, jaunuoliai bažnyčioje tai tie žmonės, kurie jau nugalėjo piktąjį, tai yra išmoko nugalėti pagundimus savo gyvenime. То есть юноши – это уже те, которые уже твердо стоят на своих духовных ногах. Ir jaunuoliai tai yra tie, kurie jau tvirtai stovi tose savo dvasinių kojų. То есть их сдвинуть очень сложно уже. Jau juos kažkur pastumti nėra taip lengva. Но у юноши есть один недостаток. Bet jaunuoliai turi dar vieną tokį trūkumą. Они часто спорят. Jie dažnai ginčijasi. Ну, согласитесь. Да, моя вера Посмотрите. правильная, все правильные. Mano Приветствую. tikėjimas. Аминь. Sėskit. Дальше, Санек. Дальше, Санек. Ту мы не читали еще вот эту? Ага, придется читать, да? Итак, имеющие юношеские веры
Короче, вот то, что мы сказали. Юноши, вот это вот, у них есть, то есть они начинают конфликтовать с миром. И друг с другом, и с братьями. Ir dažnai va tie konfliktai gali būti su viena su kitu ir su pasauliu. Включай, Саня. Итак, а теперь O мы dabar перешли к возрасту отцов. Что tėvų такое отцы? amžius. Kas tai yra tėvai? Смотрите, то, что мы сейчас говорим, это не относится только к мужчинам. Ir tai, ką kalbam, tai ne vien vyrams skirta. Это и к сестрам тоже. Ir sesėm tai yra kiekvienam. То есть это показывает наш внутренний духовный возраст Tai rodo mūsų tą vidinį dvasinį amžių. нашего внутреннего человека. Mūsų tą vidinį žmogų. Он не зависит от пола. Tai nepriklauso nuo lyties. Поэтому сестры думают, это для наших мужчин, для наших мужчин. Не-не-не, это для каждого из нас. Sesės turbūt galvoja, tai čia vyram. Ne, tai yra kiekvienam. Включай. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Rašau jums, tėvai, nes jūs pažinote tą, kuris yra nuo pradžios. Они, то есть отцы, они смиренны, как Иисус, который мыл ноги своим ученикам. Ir jie jau, tai yra tėvai, jau jie yra kaip nuolankus, kaip Jėzus, kuris plovė kojas savo mokiniams. Они, отцы, служат другим всем сердцем. Jie tarnauja kitiems žmonėms visą savo širdimi. Отцы следуют путем мира. Мира, ну, как бы, понял? Ну, как бы не мира. Taip. Da, ponia. Понял. И освящения в отношениях со всеми. Ir jie seka ramybės, taikos keliu ir pašventinimo santykyje su visais. Отцы могут принять и понять каждого. Ir tėvai gali priimti ir suprasti kiekvieną. Как и Отец Небесный признает и принимает милостивый к неблагодарным и злым людям. Kaip ir dangiškas tėvas yra gailestingas ir nedėkingiem ir piktiem žmonėm. Итак, уровень отцов. Ir taip, tėvų lygis. Это уже уровень тогда, когда человек уже живет от себя. Tai yra toks lygis, kada žmogus jau gyvena nuo savęs kitiems. Точно так же, как и Бог, Он живет от себя. Lygiai taip, kaip ir Dievas, kuris gyvena nuo savęs Он kitiems. все отдает Jis viską atiduoda. и получает в этом огромную радость, Ir patiria tame didelį džiaugsmą atiduodamas. видя, как возрастают его дети. Matydamas, kaip auga jo vaikai. Отцы не думают о том, чтобы им было хорошо. Ir tėvai negalvoja, kad jiems būtų gerai. Отцы думают, как другим будет хорошо. Tėvai galvoja, kaip kitiems būtų gerai. Давай, Саня, включай. Итак, Луки 6:35. Вот Ir tai характеристика Luko отца. 6:35, tai yra tėvo charakteristika. Вот она характеристика отца. Но вы любите и врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. Bet jūs mylėkite savo priešus ir darykite gerą ir duokite nieko nesitikėdami. И будет вам награда великая. Ir turėsite jūs didelį atlygį. И будете сынами Всевышнего. Ir būsite visagalio sūnais, vaikais. Ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Nes jis yra geras ir nedėkingiems ir piktiems. Вот оно сердце отца. Tai yra tėvo širdis. Вот к этому Бог нас призывает. Ir būtent į tai mus kviečia Dievas. Чтобы мы возрастали в полный возраст Христов. Kad mes augtume į pilną Kristaus tą amžių. А не только стучали ножками. O ne tik tai va trepsėtume И не kojom плакали. На меня сегодня пастор не посмотрел, не arba поздоровался. verktume, kad ten šiandien į mane pastorius nepamatė, nepažiūrėjo, A ty поздоровался. nepasisveikino. O tu А ты pasisveikinai, посмотрел на o tu кого? pažiūrėjai kažką. Понимаете, друзья мои, нам очень важен
возрастать, Mums labai svarbu tai yra augti. чтобы наш внутренний человек возрастал. Kad mūsų tas vidinis žmogus, tas tikrasis žmogus jis Давай augtų. дальше. Итак, Божья природа, жить от себя. Поэтому те люди, которые познали сущего от начала, становятся отцами. То есть теми людьми, которые начинают жить от себя, могут учить. Но это не надо переводить, это мы уже говорили. Давай дальше, Саня. У Христа отцовское сердце. И последний, дай слайд. Вот. Вот здесь Иисус ясно и четко сказал: «Я и Отец одно». Ir Kristus jis turi tėvišką širdį, todėl jis numirė už visus žmonės. Ir Kristus pasakė, tai yra labai svarbiai, aš ir tėvas mes esame viena. У Христа отцовское сердце. Kristus turi tėvišką širdį. Он сам согласился умереть за всех людей. Jis pats pasirinko numirti už visus žmonės. Сам, друзья мои. Pats. Никто его не заставлял. Niekas jo nevertė. Понимаете, то есть вот это уровень, духовный Ir уровень. tai yra va tas dvasinis lygis. Итак, призыв к совершенству. Ir kvietimas tobulumui. Автор послания евреям говорит: «Ибо, судя по времени, вам надлежало уже быть учителями». Ir autorius Hebrajam laiške, tai yra apaštalas Paulius sako, jūs pagal laiką jau turėtumėt būti mokytojais. Вопрос, у меня вопрос. Klausimas. Вот представьте себе, вот у Арвидаса, допустим, ну или у меня, я не знаю, у кого, ну, короче, давайте меня. Įsivaizduokim, Arvidas arba aš, Вот у меня, допустим, юношеская вера. Вот юношеская. pavyzdžiui, jaunuolio tikėjimas. И вот я кому-то вот что-то начинаю доказывать. Ir aš Доказывать, pradedu что-то kažkam доказывать. ten įrodinėti. Как вы думаете, человек примет то, что я ему доказываю? Ar žmogus tai priims, jeigu aš jam taip įrodinėsiu? То есть я юноша, да, у меня Aš все хорошо, у меня jaunuolis, мысли, я viskas там gerai, aš стою, сила, tvirtas, все у меня. tvirtai И я stoviu, доказываю, что-то ir aš доказываю. bandau įrodyti savo tiesą. Понимаете, человек не может воспринять. Žmogus jis negali priimti. Но если я смиряюсь, Bet jeigu aš nuolankiai, и я в тот раз мы с братьями разговаривали, Альбинос рассказывал, что помнишь, ты говоришь, что этот человек такой: меня никто не любит, там в Украину когда ездил, и рассказывал: меня никто не любит, там я такой, kad сякой. brolis Albinas pasakojo praeitą sekmanį Ukrainoje, kai buvo, kaip vienas žmogus, kuris ten niekas manęs nemyli, niekam nereikalingas, И что-то он требовал, да. kažko reikalavo ten. А Господь говорит мне, вот он ему говорит: выйди его, обними и поцелуй. Просто по-братски. O viešpas broliui pasakė, o tu sako, išeik, paprasčiausiai apkabink jį, pabučiuok. И все, и человек Broliškai. вот так за одну секунду поменялся. Ir žmogus va taip per vieną sekundę staiga pasikeitė. Понимаете, он проявил отцовское сердце. Jis parodė va tą tėvišką širdį, Он не mylinčią стал ничего širdį. доказывать, Jis nieko ничего ten кричать. neįrodinėjo, nešaukė ar ten. Он просто обнял, как Отец Небесный Paprasčiausiai обнимает грешника. apkabino, kaip tėvas dangiškas apkabina nusidėjėlį. И произошло чудо. Ir įvyko stebuklas. Он говорит: меня никто так не обнимал. Ir jis sakė, mane sako, gyvenime nieks taip nebuvo apkabinęs. Он почувствовал прикосновение Отца. Jis pajutė tėvo prisilietimą. И никто не может устоять от этой Ir любви. niekas tada negali stovėti. И вот Бог нас призывает, всех нас, Ir va возрастать Dievas в уровень. šaukia mus visus augti. Так, мы вот это прочитали, судя по Учителями. времени, ага, мы вот тут остановились. Да. Но вам снова нужно учить первым началом Слова Божия. Tačiau jūs, kaip ir prieš tai skaitėm, pagal laiką jūs jau turėtumėt būti mokytojais, bet jūs vėl reikia iš naujo pradėti mokyti, kaip Dievo žodžio pradžią tokią. И для вас нужно молоко, Ir jums reikalingas pienas, а не твердая пища. o ne tvirtas maistas. О чем это автор послания? Apie ką tai kalba apaštalas Paulius? То, что мы годами ходим в церковь, Tai, kad mes metais galim lankyti bažnyčią, vaikščioti, но мы до сих пор капризничаем. bet mes dar iki šiol vis tokie, vat,
И то нам не то, и то не это. Ir tas ne taip, ir anas ne taip. И Господь нас призывает возрастать. Ir viešpats todėl mus kviečia, šaukia, tai yra augti. Чтобы мы закатывали рукава Kad mes atsiraitotume и rankovės шли проповедовать. ir eitume И являли отцовское сердце. ir parodytume tėvišką meilę. И у нас тогда будет радость. Ir tada pas mus bus džiaugsmas. Вот вам простой пример. Vadam paprastas pavyzdys. Мне вообще не хотелось в Йонову ездить. Man iš vis nesinorėjo važinėti į Jonavą. И я там сидел, ну мне хорошо там было. Aš в Kaunas. sėdėjau, ten gerai man Kauno bažnyčiai buvo. Сидишь, никого не трогаешь. Sėdi, nieko nelieti, tavęs neliečia. Чухаешь там, все Ну, хорошо. там, может, Тебе да, переводят. Ir всё išverčia отлично. viską, sukramto, Но моему внутреннему человеку было нехорошо. bet mano tam vidiniam žmogui iš tikrųjų nebuvo gerai. И Бог по своей великой милости. Ir viešpats Dievas iš didžio savo gailestingumo Давай taip Йона paėmė проповедуй. ir įspyrė gerai. А мне Gerai įspyrė. внешнему человеку так неохота было, так неохота. O tam mano išoriniam žmogui taip nesinorėjo, aš jau taip patogiai atrodo buvau. Но когда я начал служить, Bet kai aš pradėjau tarnauti, мой внутренний человек возрадовался. mano vidinis tas žmogus jis pradėjo džiūgauti. То есть в моем внутреннем человеке произошел рост. Ta mano vidiniam žmogui įvyko tas augimas, jis išaugo. Бог дал мне возможность переступить через свой страх, через свою лень. Ir Dievas davė man jėgų peržengti per savo baimės, per savo tingėjimą. И мой внутренний человек чуть-чуть вырос. Ir tas mano vidinis žmogus jau kažkiek ir paaugo. Да. Это, понимаете, вот так каждый из нас. Ir taip kiekvienas iš mūsų. Мы иногда боимся что-либо начинать. Mes kartais bijom kažką pradėti, Потому что подумаю, а что подумают обо мне люди? nes galvom, ai, ką apie mane pagalvos. Или я недостойный, Arba aš nevertas, я грешник. aš nusidėlis. Пусть другие у них Nu, tegu опыт jie настолько šventesni galbūt. делают. Но внутреннему человеку будет неуютно, потому что он не получает тогда питание. Bet tam vidiniam žmogui bus negerai bus, nes jis negaus tada maisto, maitinimo pastovaus. Одна очень интересная история в Библии есть. Viena tokia yra įdomi istorija Biblijoje. Сидит Иисус у колодца, Sėdi Jėzus prie šulinio. и пришла женщина-самарянка, Ir atėjo moteris samarietė. и он начал с ней диалог. Ir jis pradėjo su ja bendrauti. Пришли ученики, Atėjo mokiniai, смотрят на Иисуса Христа. žiūri Jėzų. А что ты с ней разговариваешь? А Это как ж ты вообще не стоя- люди. Самаряне Ką это tu ж čia люди su ja вообще. kalbi, nes samariečiai žydam tai, aplamai atstumtieji. Tai, И ты же голодный, ты же Ir голодный, tokie Иисус, ты целый день alkanas не ел. Jėzau, visą dieną nevalgęs, ten vaikščiojo jie, pavargęs. И знаете, что Иисус ответил? Ir žinot, ką Jėzus atsakė? Пища моя творить волю Божью. Maistas mano, tai yra vykdyti Dievo valią. Когда мы творим волю Божью, в Kada нашей mes жизни, vykdome Dievo valią, мы получаем питание для нашего mes внутреннего gauname человека. maistą, maitinimą tam mūsų vidiniam žmogui. И мы тогда можем сутками не есть. Ir tada galim ir parom nevalgyti. И нас будет переполнять Ir радость. mes pilni džiaugsmo ir energijos, visko. Поэтому пусть Господь благословит. Taigi, tegu viešpats laimina. И прочитаем еще один стих. Ir dar vieną eilutę perskaitysim iš. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Tai yra žydams 6 skyrių 1 eilutė. Todėl palikę mokymo pradmenis, Kristaus mokymo pradmenis, paskubėkime į tobulumą. Все, братья и сестры, поэтому Viskas, broliai, sesės, молимся. Сейчас будет причастие. melskimės, bus viešpaties vakarienė.